Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Светлана Семеновна. Я являюсь исполняющей обязанности заведующего лабораторией развития этнокультурного образования Коми Республиканского института развития образования. И сегодня мы с вами поговорим об организации и проведении республиканской олимпиады по коми-языку, коми-литературе, коми-фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению. Я думаю, что вы ознакомились с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 15 ноября 2019 года об утверждении положения о Республиканской олимпиаде по коми-языку, коми-фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению. Если говорить об этом приказе, что нового он вносит? Олимпиада проводится на двух этапах. Первый этап проходит непосредственно на местах, первый этап Олимпиады, второй этап Олимпиады проходит в городе Сыктывкаре в Коми-Республиканском институте развития образования. То есть оба этапа являются очными, и предполагается, что дети, которые будут отобраны на первом этапе, приезжают в Сыктывкар для того, чтобы выполнить задания, которые уже приготовил для них оргкомитет Олимпиады. В этом году Олимпиада будет проводиться в период с 24 февраля по 30 апреля 2020 года. Сразу хочу отметить, что вас еще ожидает приказ об организации и проведении Олимпиады, который утвердит Министерство образования. На сегодняшний момент мы пока говорим о предварительных сроках и о том положении, которое вас ожидает по данному приказу. Учредителем Олимпиады является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Организаторами является Коми-Республиканский институт развития образования. Цели и задачи Олимпиады, я думаю, что понятны, да? Цели выявления развития у обучающихся языковых способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, истории, культуре Республики Коми, литературе. Задачи вы также видите на слайде: повысить интерес обучающихся к языку, литературе, фольклору Республики Коми, историческому краеведению, выявление развития интеллектуальных, познавательных способностей, широту кругозора детей, умение их нестандартно мыслить, творчески мыслить, и воспитание гражданственности и патриотизма у детей. Итак, если мы говорим о двух этапах Олимпиады, первый этап, условно назовем его муниципальный, проводится в период со 2 марта по 31 марта. Второй республиканский этап проводится с 17 апреля 2020 года. Также в данной Олимпиаде имеют возможность принимать участие обучающиеся из субъектов Российской Федерации. Они проходят отборочный тур в своих регионах и заявляются на республиканский этап. Традиционно Олимпиада проводится по следующим направлениям, по следующим предметам. Это родной коми-язык, государственный коми-язык, коми-фольклор, историческое краеведение, литература Республики Коми, участники, обучающиеся с 8 по 11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, а также в данной Олимпиаде могут принять участие студенты первых и вторых курсов организаций среднего профессионального образования.
Количество участников первого этапа Олимпиады не ограничено. На местах вы определяете сами, кто будет участвовать в данной Олимпиаде. Проводите отбор и приглашаете детей уже на участие во втором этапе Олимпиады, республиканском. Какое количество детей может попасть на второй республиканский этап? По каждому предмету вы определяете данное количество отдельно, максимальным количеством баллов, то есть у вас выстраивается рейтинговая таблица победителей и призеров Олимпиады, и количество не должно превышать 25% от общего числа всех участников по каждому предмету, от каждого муниципального образования, государственного образовательного учреждения и образовательной организации среднего профессионального образования. По сути, здесь никаких изменений нет, это было прописано еще в положении прошлого года. Первый этап Олимпиады организуется муниципальными органами управления образования Республики Коми, государственными образовательными организациями среднего профессионального образования и субъектами Российской Федерации. Организаторы первого этапа назначают ответственных, которые будут непосредственно организовывать, проводить Олимпиаду, фамилию, имя, отчество данного ответственного лица необходимо отправить на электронный адрес olimp2020@kiro.ru до 28 февраля, предоставить всю его контактную информацию, почту, телефон. Как мне кажется и как нам кажется, это очень удобно, поскольку когда обозначен круглик, с которыми ты непосредственно работаешь, кому ты можешь задать какой-то вопрос, и здесь, мне кажется, бесспорно, что необходимо назначить такого ответственного, который будет вести непосредственный контакт с нами, как с организаторами Олимпиады. Далее, необходимо будет сформировать экспертную комиссию по разработке и экспертизе олимпиадных работ первого этапа. Хочу вам сразу отметить, что экспертная комиссия у вас будет собираться 2 раза. Об этом я скажу чуть позже. Определяют место проведения Олимпиады, проводят Олимпиаду в очном формате со 2 марта по 23 марта и утверждают списки участников первого и второго этапов Олимпиады. В принципе, я думаю, что здесь все понятно. Те лица, которые назначены ответственными за организацию и проведение Олимпиады. Во-первых, вы несете ответственность за неразглашение содержания олимпиадных заданий. Направляйте темы исследовательских проектов участникам первого этапа Олимпиады. Об исследовательских проектах я также скажу чуть позже. И направляйте на электронный адрес оргкомитета рейтинговую таблицу и заявку об участниках второго республиканского этапа Олимпиады. Думаю, что здесь также пока все понятно. Итак, на первом этапе Олимпиада по предметам родной коми-язык, государственный коми-язык и родная коми-литература проводится очно в период с 2 марта по 23 марта. По предметам коми-фольклор, историческое краеведение и литература Республики Коми Олимпиада проводится в форме написания исследовательских проектов в период со 2 марта по 2 апреля 2020 года. То есть по данным 3 предметам дети должны будут написать в течение месяца исследовательский проект. Темы и критерии направит оргкомитет Олимпиады. Срок вы видите, 2 марта 2020 года. Экспертная комиссия должна будет проверить данные исследовательские проекты с 3 апреля по 8 апреля.
То есть я говорила о том, что экспертную комиссию вам, наверное, придется собирать 2 раза, поскольку в первый раз жюри должно будет проверить работы по предметам коми-язык как родной, коми-язык как государственный и коми-литература. И до 31 марта списочек с участниками второго этапа вы отправляете непосредственно на адрес olymp2020@akriot.ru. Второй раз экспертная комиссия собирается для того, чтобы проверить исследовательские проекты и направить лучшие уже на республиканский этап. Это вы должны сделать до 10 апреля 2020 года. Итак, если говорить о втором этапе Олимпиады, я уже произнесла, что он будет проходить у нас очно в городе Сыктывкаре в Институте развития образования 17 апреля 2020 года. По предметам родной коми-язык, государственный коми-язык, дети будут выполнять задания в письменном виде. По предмету коми-литература дети будут писать сочинения. Темы, естественно же, они узнают уже непосредственно в аудитории, когда будет скрыт конверт, и можно будет приступать к написанию. Олимпиада по предметам коми, фольклор, литература Республики Коми, историческое краеведение проводится в форме защиты исследовательских проектов очно с использованием дистанционных технологий. Я думаю, что по данным предметам мы с вами еще будем активно общаться, обсуждать. Пока это проект, да, приказа, он еще не утвержден Министерством образования, поэтому сейчас на данном вебинаре вы получаете только предварительные сведения. Но ориентировать детей именно надо на написание проектов. В приложении вы увидите к приказу, который выйдет чуть позже, форму заявки, да, на участие в Республиканской Олимпиаде уже на втором этапе. Данную форму вам нужно будет заполнить 2 раза. То есть первый раз вы отправляете ее до 31 марта с участниками по предметам язык и литература. Второй раз вы уже заполняете и отправляете до 10 апреля и обозначаете участников по предметам коми-фольклор, историческое краеведение и литература Республики Коми. Требования к оформлению олимпиадных работ остались те же. Здесь мы не вносили никаких изменений. По сути, вы оформляете титульный лист с указанием предмета. Ну и, собственно, далее уже видно, да, что обязательно указывать надо научного руководителя, поскольку это важно. Победители и призеры награждаются у нас министерскими грамотами, а учителя, которые их подготовили, также награждаются благодарностями от министерства. По каждому предмету победитель выявляется по количеству баллов, которые он набрал. Экспертами будет выстраиваться рейтинговая таблица с выявлением лучших. Победители будут награждаться призом в денежной форме. Как я и сказала, учителям будет вручена благодарность от Министерства образования. Я думаю, что у вас появится еще по окончанию данного вебинара довольно много вопросов. Да? Я думаю, что мы с вами можем общаться и по телефону. Вы видите, да, телефон? Также мы можем вести переписку по электронному адресу, который указан на слайде. Мы готовы к сотрудничеству, готовы к тому, чтобы отвечать активно на ваши вопросы, поэтому звоните, пишите. Вопросов, думаю, что будет еще много.
и по организации у вас на местах, да, Олимпиады, и уже по второму этапу Олимпиады. Но еще раз повторяю, что второй этап будет для всех участников очным. Также необходимо будет дождаться приказ Министерства образования об организации и проведении Олимпиады, в котором будут утверждены все сроки и утверждено само положение об Олимпиаде. Всего